Ну все, доброе утро. Доброе. Гриша нас решил сейчас свозить на Стеллу, Европа, Азия, на границу. Сейчас поедем, посмотрим. Селом, можно сказать, нас. Прям, говорит, все, поехали, другого варианта нет. Ну, посмотрим сейчас. Да, тут ленточка. Вот тут первый какой-то постамент, Европа, Азия. Тут типа молодожены, да, приезжают? Говорят, не настоящие. Да. Капец. Копенгагена всего 3000 Вот. Мыс Рока. Да, на Дежнево я еще не был. И еще на мысе Рока не был. Но я хочу в Португалию, мыс Рока, на Атлантику. Мыс Рока в Португалии? Все, мы приехали к другой Стелле. Уже по дороге на Первоуральск она находится. Тут как бы типа более так масштабно все, более помпезно, наверное. Настоящая? Да, вот. Географический знак Европа-Азия установлен в 1837 году на склоне горы Березовая, 413 метров, в самом высоком месте Сибирского тракта, пересекающего Уральские горы с запада на восток. Уральский хребет – это главный водораздел, естественная граница между двумя частями света. Научно обоснованная в начале 18 века русским историком и географом Татищевым. Угу. Ночью здесь красиво, наверное, с подсветочкой. Европа, Азия. В Оренбурге там граница, да? Европа, Азия. Да, ну, Южный Урал получается. И в Оренбурге, вот последний раз я пересекал границу, получается, в Азию заехал в Оренбурге. Как выехал, все, я больше в Европе не был. Сейчас вот спустя сколько, почти 2 года я снова в Европе. Привет, Европа! Да, здравствуй, родная. Дом, матушка. Матушка Европа. И Азия, мама. Но мы еще побудем в Екатеринбурге, поэтому с Азией еще не прощаемся. Пути, софики идут. Конечно. Ну, по-моему, Наська не может порезать пирог. я не знаю, как на две части его Ну разрезать. лямбды режь, лямбды. Так, лясь. Нет, получится вот тут квадрат, а тут такие... Ну и чё? Ну, тут тогда куча теста, а тут куча вкусного. Почему? Ну режь по-другому. Да, если Вариантов вот так много. вот. Задачка Наськи тут порезать Блин, пирог. капец. Я думаю, может вот так вот порезать. Да. Раз, два. Вот раз.
Да. Лучиками? Ну порежь так. Бисектриса это крыса. Недостроенная телебашня екатеринбургская. Интересно, такая высота. Вон он. Его построили вот как раз вот такие. Так, вот Гриша нас ведет сейчас на новое место показать хочет. Что тут за Гриша место, Гриш? Метеогорка. Метеогорка. Метеогорка, Высокое Егорка. место. Да, высокое место Екатеринбурга с обзором. Вот, по всей видимости, гидромет. Вот здесь Высоцкий, видно башню, но мы на нее еще сходим. Тут видно город. Люблю такие города. Не плоские, а вот именно, чтобы горочки были, на которые можно забираться, смотреть с высоты. Вот, вышли вечерком сейчас погулять, встретились с Оксаной. Оксана у нас представительница, наверное, самая главная, да? Чувашка Свердловской области, да, наверное? Ну, я председатель правления Ну вот. партии автономии города Екатеринбурга. Вот, так что завтра у нас будет встреча большая, расширенная. Вон там поснимаем как раз, много людей будет, наверное. Вот. Так что сейчас просто гуляем, наслаждаемся погодой. Погода вообще шепчет просто. Вот маленькая девочка. Ой, как встречают. Ой, как встречают. Ох, какие танцоры, да? Вот так вот мы встречаем. Вот так мы встречаем всех. Мы всех любим. Вот так вот. Это Боня, да? Да, это Дюнечка. Какие. Боишься, что ли, Настя? Нет, просто он боится. О, да, целуешься. Да. Еще на работе лежит, все, не могу сходить. Что-то я рядом еду. Ну вот мы, короче, идем сейчас на встречу с чувашами, с нашими. В центр города, катаемся пока. По Екатеринбургу. На девочек смотрим. Да? Ну, тут мужиков тут соблазняют. А? А, нифига себе. Тут интересный торговый центр. И скульптурки здесь. Сейчас просто иногда можно зайти погулять, просто посмотреть. Все какую, да? О, чаваш наш. Здравствуйте. Здравствуйте. О, привет. Все, приветствую. Юра. Никита. Уже 2 года за тобой. Все, приятно. Приветствую. Вот, чуваши наши встречают. Вон там флаг даже есть. Наш чаваш Ялави. Вот, родной. Я его еще вон оттуда увидел. Смотрю, Да. О, всё наше, да. родные цвета, блин, думаю. Просто вот говорят на двух языках, на русском и
и чувашском. Вот наш чувашский народ, вот некоторые, вот, и Ну можешь на желаю всем много счастья. Скажи еще раз про лайки. Ну, мы хотим, чтобы у нас было очень много лайков. Ставьте лайк. А У теперь нас на России и есть два народа. Вот, ну, у нас вот в России говорят на двух языках. Ну, на чувашском и на русском. Вот. И мы желаем всем много счастья. а скажи еще всем привет на чувашском. Я не выучила такой чувашский. Ну что-нибудь скажи, что выучила. Ну, я выучила несколько слов, как считать по-чувашски и корову. О, посчитай. Ну, Ой, забыла. А корова как? А еще второе слово как? А второе слово какое? Которое ты знаешь. Да нет, я просто умею читать по-чувашски и не. Молодец. Я еще два слова на английском знаю. Молодец Ну, какая. если англичане это смотрят, то они поймут. House и hello. Молодец, молодец. Кстати, англичанам hello. А как зовут-то тебя, чудо? Меня зовут Маша, фамилия Николаева, отчество Дмитриевна. Умница. Какой канал? YouTube. Это же приложение такое. Канал какой? Чувашский путешественник. Канал Чувашский путешественник. Всем радости и лайка! Он этот, сейчас вроде... О, здравствуйте, Никита. Николай Васильевич. Очень приятно. Здравствуйте. Ну что, проходите? Пока вас засниму. Мама, сегодня сядем за компьютер и сделаем вот один лайк за канал Чувашский путешественник. Давайте. Ку-ку. Давай. Это наш народ чуваши. Правильно. Мой конь. Ого. Ничего, вилка у тебя, я думаю, что за мой? Я думаю, Вот, читайте эту книгу, если боитесь коррумпенций. коррумпенция. Да. И вы узнаете, что такое коррумпенция. Это первый. Кого нету? Пошли Не наверх. приходили, да, у нас казаки? А что, сейчас видео снимается? Да, все снимаем, записываем. Ну понятно. Потом отправь в YouTube. Да, да. Или меня слышали? Обязательно. Забудьте это. О, Ух ты. мемориалы. Здравствуйте. Ну, здесь бурановские бабушки, да, пахнут? Удмуртские. Ну, вот этот чувашский, наши тут бурановские бабушки здесь. Ух ты. Здравствуйте. Здравствуйте. О, сколько Здравствуйте, людей. я жую конфету. Вот. Вот, значит, кабинет, да, чуваший какой? Рекомендую не бросать фантик куда попало. Кто бросил фантик куда попало? Актриса маленькая. Давай. Дорогие зрители канала вот ну, короче, кто поставит лайк, у того будет удача. А кто дизлайк поставит нам, тот у того, тот морковка, корень и какашка. Здрасте, до свидания. Здравствуйте. Возьмите это. У вас будет удача. И, кстати, если вам нравится, ставьте целых
Ой, и 10 лайков. Понятно? Ла-ла-ла-ла. Наш Чуваш, наш лучший народ, там народные танцы. Маленькая тут актриса, маленькой чувашкой. Все Все бы такие были бы, все бы уже знали, Ну кто мы как, такие. я вам... Пошли. Проведем экскурсию. Пошли. Здесь это книжная. Вот, смотрите. Вот, по-моему, вот мой дедушка, по-моему, был тоже чуваш. Вот мой папа тоже был чуваш. А вот здесь кто? Здесь туалет. О, отлично, достопримечательность местная. Пойдем покажем другие достопримечательности. Если вы не видите, то ничего страшного. О, кто-то из него уходит. Кто там? Ой, просто снимаем. Туалеты все везде одинаковые. Пойдем. А здесь праздник. Вас снимают. Вы тоже ютуберы. Здрасте. Смотрите, вас снимают. Пойдем. Она создана была с целью развития. Пойдем, пока все не перепугались нас. Пошли. А можно этот шарик? Понимаешь, что нельзя совмещать развлечения Ну я же смешал. Я среди черных как. Так, пошли дальше. Там. Тут ведет мелкий. Все уже там чай пьют, а мы тут ходим с тобой. Тут соседям народу стабильно. Оксана. Трудно согласиться. И вот они популяризируют велодвижение у нас в городе, то есть постоянно устраивают какие-то велосоревнования, велоквесты, велопробеги, там, велопрогулки. Да, сейчас. Велопрогулки. Сейчас дело времени сейчас по всей миру уже и в России будет. На самом деле, что как бы народ и водители уже, причем многие водители, они сами являются велосипедистами, и вот бывает, как я в моменте, там, сигналят, какой марш, там, классно. Смотрите. Ой. Теперь вот это. Я держала на носы и на руке. На ладони. Вот. Ой. Ну, есть вот проблемы. Так. Ой. Ой. Я буду в другой серии. Там вообще весело, наверное, да? Вы же останавливаетесь, общаетесь. Я-то просто не любитель таких, я больше люблю за город приехать, там, в лес, на речку. Да, я думаю, здесь, наверное. Все, мы общение закончили. Сидели сколько часов там? Часа 2 сидели, общались. Че? Спиной повернись. Ну, красавчик вообще. Ой, вот эти про... Потею, ну, даже дискуссия жаркая. Лопотали о судьбе народа, разговаривали, что с чувашами будет, что сейчас потел. Все, спасибо. Пола подарили мне, вот. Юра, ты на велосипеде? Я да. Мы сейчас погулять просто хотим, не хочешь? Так я его с собой поведу. Он же у меня спокойный конь. До 160. Ничего не тратит. 160. Все, всего доброго. Спасибо. Не, вилка у тебя нормальный такой, смотри. Я говорю, эту смотрю, вилку-то где заказал? После меня, что ли, видел? В Китае. А у меня, на самом деле, раньше был МТБ на 26 колесах. Я, глядя на тебя, купил себе дорожный велик на 28 колесах. Вообще классный. Да, у меня давно была вообще идея вот ригидную вилку поставить, жесткую. Ну, как бы все равно сомневался, то, что вроде Китай. А посмотрел, ты уже на тот момент, наверное, ну где-то 1010 на ней точно проехал. Ну, уже так где-то ехал, уже ближе к Монголии. И я, короче, думаю, все равно реально надежная вилка, надо все-таки тоже брать. Да, конечно, Вот. чего.
Сколько Вот сегодня это говорили мой про камень. вилку, да? Ну, В итоге это сколько стоит на Высоцкий подняться? Работал там адвокат. И в вековечье революционных годов он был расстрелян. Вот так вот. Там много таких. вот администрация. Неплохо так. Там даже роспись какая-то есть. И чё? Ты знаешь, что мне дарить на день рождения, да? Что Насте дарить на день рождения? Велосипед. Велосипед? У тебя же есть. Вот Я педальки хочу я вот тебе... этот велосипед. Педальки я тебе подаю. Тебе нравится лучше, чем твой, да? Не, ну как лучше? Ну, я на своем 2000 проехала, я не скажу, что лучше. Мой-то тоже дорогой. Все, Насте понравилось. Рога эти. Булхорновские. Ты пощупала. Все, теперь Настя знает, что хочет. Велик. Здесь, да? Да, народ гуляет, ходит здесь. Время 10. Движухи. Мне нравится. Вот плотинка. Ага. Сейчас. Вот и сеть река. Не нравился, да? Я давно не был в центре просто. Ага. Красота. Видишь, а теперь понравился. Ну, кстати, хорошее место, да, про перемену. Чуть желтит. Видишь, за 100 тысяч, за 10 тысяч. Одно и то же. Ну что, тоже Да сейчас постоим здесь. Она про этих комментаторов сказала лайк, а тот, кто не ставит лайк, просто как сказала, видела? Все, мы сейчас уже идем домой, вот попрощались с ребятами. Мы сейчас пешочком домой пойдем. Красота. Мы, конечно, под впечатлением от Екатеринбурга ночного. Вообще красота.
Фига тут. Классно. Изобретатель велосипеда Ефим Артамонов, 1800 год, деревянный велосипед. Сейчас мы ходим с Настей вдвоем уже по Арбату. Арбат уже опустел, время 11:30. Вдвоем хорошо, спокойно все. Вкушаем ночной Екат. Все гуляем, ходим сейчас до дома. Вон тут смотрят. Сроки проведения работ круглый год. Юмористы екатеринбургские, свердловчане. Доброе утро! Сейчас с утреца супчанского варю. Суп я тоже давно не варил, наверное, с Владивостока. Хочется супа поесть. Все, мы сейчас едем в центр. С чувашами встретимся, еще раз погуляем. Не догуляли с ними. Здесь супермаркет, и он на площади. Че, водку не купили? Это Не, мы не сейчас первого. за рулем хотим Не знаю, да? Не первого. Велик классный у Юры, я заценил реально. Ну как сахарную вату делать, тоже заценил. Да. Водочку пьем здесь вон. Водочка. Да они водку туда налили на самом деле. Вот рога, кстати, классные. Обзор твоего велика, Юра, запишу. Рога классные, Bullhorn. Я раньше такие хотел, но не нашел. А вилка как у меня, у Юры. Заказал после меня. Так что Моса компания должна мне заплатить бабок. Сейчас ходим, гуляем по Екатеринбургу. Идем домой уже. Погуляли с ребятами, вообще здорово. Сейчас снова пешочком домой. Кстати, тут просили передать привет Чебоксары, Екатерине И Дмитрию. и Дмитрию. Да, передаем привет. Это дети, которые смотрят Никиту. Да, нас много детей смотрят, тоже просят нас приветы передать иногда. Вот так вот с Екатеринбурга. Недалеко, правда, но ладно. Вот, доброе утро. Сегодня день рано у нас начинается, 2 часа уже. Вон, встретили Кристину.
Кристина, это сестра, в общем, это Джанаева. Одна из. Да, ну, я еще тогда видео не снимал, люди не знают. Вот когда я ездил по Кавказу, я заехал в Моздок, завис в Моздоке там на полмесяца у Вовы и у всех сестер. Я уже даже и не помню, как зовут меня. Юля там, по-моему, еще. Юлия, Альбина. Юлия и Альбина, вот. Костя. Ой, там много вообще людей. Вот, так что всем Джанаевым привет. Вовке самое главное. В Моздок, в Осетию, второй школе моздокской. Вот. Так что осетина везде тоже, как и чуваши. Сейчас, короче, решили на Высоцкий подняться здесь. Вот тут расценки такие. Короче, 300 рублей подняться. В детстве мы бегали на 18 этаж бесплатно. Не 18 этаж. У нас 18. Тут целая система, короче, с пересадками, да, лифты получается. Напрямую не идут лифты здесь. Вариантов только два. 37 или 50. Все, пересадка у нас пошла на другой. Что там, влезут все, да? Немного поменьше. Утрамбуемся, ничего. Оп. Вот, надо на троих. Ага. Едой Специальный Ну вот и площадочка. Фига, тут какой обзорчик. Жалко только вот так вот стекло. Стекло стоит здесь. Классно, да, Настя? Ансамбль площади 1905 года на первый взгляд необычно даже но все же расположены здесь двумя разных стилей в единый ансамбль. Они не только придают центру незабываемый, ни на что не похожий вид, но олицетворяют связь эпох и поколений. Здание Свердловского краеведческого музея, построенного в стиле конструктивизма в 30-е годы прошлого века. Винтовая лестница, она соединяет все 5 этажей и заканчивается пятиконечной звездой. Это тоже символ ушедшей эпохи. Сегодня ее можно считать музейным экспонатом. Музей был создан во второй половине 19 века членами Уральского. Здесь видно прям этот хребет уральский, как идет, вон там вот. Он маленький, они горы старые уже, он весь обветрился уже, рассыпался горы. А там уже вот смотришь, уже нет. Интересно. Вот нам как раз через хребет ехать туда. Какой день? Здорово. До 670, наверное. Всего-то навсего 670. До 70-ки дойдет, сколько, 700. Вот ребята приехали. Коля, Толя. Ой. Виталя тут, да, все, что-то. Виталя. Ехали, с Владивостока едут сейчас на Брянск. Домой. Давно уже хотели нас догнать, меня, потом нас. 1500. Да, вот догнали в Екатеринбурге, прям на высоте, вот над Екатеринбургом нас догнали. На лифте. Да, вообще. Молодцы такие вообще. Что по планам, когда будете уже в Брянске? Ну, через месяц так. Уже надо, да? Да. Сейчас в отпуске типа или как? Отпуск, учеба, Я не работаю. Ну, короче, бездельник, как мы, в общем, да, как говорят люди, бездельники, короче. И вот. Хотим, короче, в Казани дня на 2-3 остановиться, так подольше. Ну, Казани побольше. Чебоксары будете проезжать? Конечно. Тогда это здесь попробуем. Есть кого сейчас или еще? Ну, мы пока не было. Ну, короче, этот. Если Я что, да. пост сделаю.
чтобы вот такие ребята едут, и в ваших Чебоксарах ребята приняли тоже. Вообще, есть по пути, да. Чебоксары Значит, красивые. написал парень, это 180 километров. Ачи, по-моему. Ачи, да, правильно? Там дальше. Может быть, там. Вот. И, в общем, до Брянска за сколько? За какое время с Владика? 110 дней где-то. 110. Ну это нормально, быстро. Ну, уже 80-й день сегодня. И средняя скорость в день сколько средняя? 130-150 в день Сейчас по получается. 150 быстро. Офигеть, они вообще лоси. Мы пока с Настей 127 пока. Сколько? 127 же? 127 за день сделали. Ну, Недавно, да, едет. А ну, Настя какой день уже едет? ну, когда мы с тобой из Барнаула выехали? В июле? Мы еще, видишь, задерживаемся в городах так по неделе, возможно сесть. Ну, это чисто дороги, наверное. Да, ну это клево на самом деле. У меня в планах вот в следующем тоже вот так вот. Да а что, куда спешить? Мне спешить некуда, надо познавать этот, смотреть, атмосферу впитывать города. А так, Вообще в Европу не планируешь? планируем сейчас. Ну что, Восток я объездил Ну, почти весь. западная, там, Германия, Хочется Франция, западная Нидерланды, качели. да, Испания, В Америку потом. Ну это вообще, конечно, пока утопия. Ну не как утопия. Виза там все. Виза проблемно сделать. Но говорят, где-нибудь с Камбоджи хорошо визу американскую можно сделать. Легче намного, чем здесь. Да, да. Ну типа не самой России делать россиянам, а ты там как турист будешь, то есть тебе как бы, ты путешествуешь, вот и тебе легче получить. Так что, Настя, будем думать, что как. Ну, Я на работу побывал. да, с вами помогает. Нет, смотри, а ты ее желание, может быть и за час справится. Это не батя говорит. Ты веришь твоя мать? Никитоса встретишь там, типа, привет, передай, говорит. Я говорю, батя, ты за Никитоса больше переживаешь, чем за меня. Говорю, да ты как, я еще когда уезжал, тогда еще встретил, обязательно привет передай. Все, привет передавай бате тоже. Бате привет. Бате Коляну привет. Как зовут у тебя? Гена. Геннадию большой привет. Он смотрит обязательно. Сын молодец, гордитесь им. Да, я с Никитосом, он настоящий сын. Подруга его, подожди. Он живой, нет? Живой. Живее. Вот мы проехали с той стороны, с северо-западной стороны приехали. Здесь можно познакомиться с партией, пожелать счастья влюбленным и сфотографироваться с первым тимбургским автомобилистом. Сейчас пойдем в музей Высоцкого. У нас билеты там есть еще. Бесплатно, он типа бонусом, короче, идет. С кружочек сделаем еще. Мощь передовой индустрии и повторимая атмосфера духовного и научного центра. Это город, который таит для путешественников массу открытий и впечатлений. Плотина городского пруда на реке Исин, пожалуй, главное место Екатеринбурга. Здесь для начала все туристические маршруты по историческим местам. Именно отсюда берется начало Здесь много народу, здесь шумно и весело. Городские праздники проходят здесь же. На плотинке находится один из необычных знаков города. Капсула времени, заложенная в 1973 году, будет скрыта только в 2023 году. Год празднует середину своего 400-летнего юбилея. Известно, что в капсуле спрятаны документы различных эпох. Центральные улицы и проспекты города отсюда с высоты смотрятся прямыми, широкими и просторными. Вот ряд интересных фактов о них. Самая короткая улица, улица 3-5-летки, состоящая из одного дома, находится в Пионерском районе.
Интересно, что единственный дом, находящийся на этой улице, имеет номер 30. Самая длинная улица Екатеринбурга – Шостая, протяженностью более 6 километров. Простите, а вот здесь бурная находится? На первом и третьем этаже. Там надо было, да, идти, где вход главный? А то что-то мы не увидим. Ладно, спасибо. Сейчас мы в музей, в общем, Высоцкого пришли. Мне поболее, наверное.